Так, видишь, стаканов мало осталось, давай. Девочкам нужно побыстрее натирку сделать. Все это протри, все сюда выставь, хорошо? Я посуду мою. Посуду моешь? Да. Так что я люблю ходить сюда. Какой шаг хожу. Ложку, вилку, нож стираю, тарелку, зелень мою, это помидор, апельсин мою, хорошенько помыть. Мою так слушаю, закатываю, кофейки сюда ставлю. Айдар уже 3 года работает помощником на кухне в кофейне. Коллеги отмечают его ответственный подход к работе и аккуратность. К работе он очень относится ответственно, и всю работу он делает тщательно. Он у нас перфекционист, то есть у него все должно быть по полочкам, все ровно, там помидорка к помидорке, все это разложит. И что хорошо, нужно отметить, что он очень чисто работает. При взаимодействии с человеком, имеющим синдром Дауна, важно придерживаться нескольких принципов. Поддерживать их самостоятельность, предоставляя возможность принимать решения и выполнять задачи самостоятельно. Использовать простой и понятный язык, избегая сложных фраз и конструкций. Визуальные подсказки могут значительно облегчить понимание окружающей среды. Повторение помогает закрепить информацию и понимание. Он все самостоятельно делает, свою работу самостоятельно. Если какие-то новые задачи появляются, новые поручения, мы тогда говорим, но свою работу он вот приходит и знает четко свои обязанности и их делает. Если это новые задания, первый раз он делает, мы ему показываем, рассказываем, и он потом в последующем уже знает, да, что нужно делать. Ну, то есть с этим сложностей нету. Доступная среда охватывает не только физическое пространство, но и услуги, информацию и коммуникацию. Важным аспектом доступной среды является трудоустройство людей с инвалидностью. Этот процесс позволяет им чувствовать себя важными и полезными в обществе. Когда ему начали платить зарплату, так это он вообще с такой гордостью принес. Я помню, когда первый раз принес зарплату, получил, конверт ему дали. Я говорю, о, классно, говорю, я же тебя на работу отвожу и привожу, может, ты мне на бензин чуть-чуть дашь? А он такой, нет, маме. И он с такой гордостью домой приносил этот конверт, маме отдавал. Я даже был готов сам платить, чтобы он там где-то работал бы, где-то в каком-то коллективе был, у него своя атмосфера рабочая была бы, там с друзьями познакомился бы. Айдар – пример того, как инклюзивная рабочая среда и правильное общение могут сделать его рабочий день успешным и удовлетворительным. Ты любишь петь? Да. Да? Да. Караоке был. Танцевать люблю. Шашлыкать. А какую музыку ты любишь? Музыку? Есть любимая песня? Да. Адель. Адель? Да. Григорий Лепс. Григорий Лепс. Да. Сергей Жуков. Знаю. Сергей Жуков. Да. А какую песню ты знаешь Сергея Жукова? Ну, это всех знаю. Я? Самая красивая? Да. Спасибо. А кто еще красивая? Ясмина красивая? Не знаю. Хорошая, да. А Наргиза красивая? А? Вместе работаете, да? Они красоточки, да? Они подруги? Да? Пупсик, да? У него самое смешное слово – это слово «пупсик». Если захотите рассмешить, то просто нужно сказать слово «пупсик». Да? Пупсик.